я закончила филфак, аспирантуру, и потом пошла работать в литературный музей. Потом стала водить экскурсии литературные по городу, потом велосипедные по городу, потом обычные по городу, а потом познакомились с Катей. Я закончила ИНЯС, курсы с 3-4 начала водить экскурсии для приезжающих туристов по городу. Мы сошлись в том плане, что мы хотим водить экскурсии для местных жителей. Достаточно много туристических фирм, гидов, которые работают большими группами. Нам хотелось какую-то душевность перенести в экскурсии и рассказать местным о их городе, потому что заинтересовать город местными – это сложная задача. Мы все шутим с Катей, что наши экскурсии в сезон – это не столько как бы речевой аппарат устает, сколько спина, потому что ты таскаешь по 5 литров термоса. Но хочется людей как-то согреть, тем более, если погода такая не очень приятная. Велосипедные экскурсии очень популярны. На них собираются люди даже в такую погоду, в которую на обычные экскурсии люди не соберутся. То есть дождь, ветер, снег, и все нипочем тем, кто любит велосипеды. В такой спешке и неожиданном необузданном патриотизме ставили памятник, что напечатали неправильно дату. Теперь там 3 шестерки, а их там быть не должно. Иногда бывают такие запросы, что людям уже не просто экскурсия по городу, целый ТЗ просто тебе выдают. И среди них очень много неисполнимых пунктов. Наши любимые смены — это когда тебя просят пирожки, какие-нибудь наши северные, вот с кухонькой. А иногда, если это взрослая группа, то очень хочется полноценный обед, основанный на местной кухне, с вином и не шумной. В деревянном историческом домике от бабушки. Да. Но при этом у меня был реальный совершенно случай, когда просили не только выше все перечисленное, но при этом зайти к какой-нибудь бабушке, посидеть у нее на балкончике с ней, чтобы она поокала и провела мастер-класс по оканью ребенку, который из Москвы. И на самом деле у нас бюро, просто мы под этим названием бюро объединяем разномастные совершенно проекты. То есть и там у нас онлайн-лекции, и игра вот эта, которую мы сейчас сделали по панораме, и экскурсии. Экскурсии теперь уже на карантине, они как бы ушли в прошлое. Когда мы это придумывали, мы действительно не знали. То есть мы вообще девочки, которые бизнес-план слышат только из вебинаров, семинаров, причем не те, которые смотрим мы. Вот, поэтому мы могли просто пожертвовать сначала нашим временем, придумать хотя бы несколько экскурсий и посмотреть, что из этого будет дальше. Потом оказалось, что люди готовы ходить на наши экскурсии, готовы платить деньги, и таким образом наше время стало как-то окупаться. Вот. А потом у нас появилось какое-то реноме в местном сообществе, и стало очень приятно, что волокжане, которые были у нас на экскурсии, рекомендуют наши экскурсии не только своим друзьям, но и коллегам по работе, а к ним приезжают и другие коллеги по работе. То есть у нас какая-то появилась репутация в городе, и чуть больше заказов, наверное, чем мы думали. Круто, потому что мы сами себе определяем тему. У нас нет никакого начальника сверху. Никто мне говорит, что нужно к 75-летию какое-нибудь событие рассказать вот именно об этом событии, именно в патриотическом ключе. То есть, на самом деле, в этом большое вообще счастье. У тебя нет никого, кто бы тебе говорил, что ты должен рассказывать и как. Единственный критерий того, что ты рассказываешь, это интерес и отзывы, получается, гостей. Вот если ты рассказал и эту метафору провел, и им понравилось, и они готовы платить деньги тебе, чтобы это и дальше продолжалось, то это, мне кажется, очень неплохой как раз показатель качества.